На Богоявленском храме деревни Лялик Нижпогосского района засиял в солнечных лучах купол с крестом. Для местных это историческое событие. Поднимали золотую маковку на высоту более 20 метров специалисты сербского предприятия. А перед этим осветил ее архиепископ Сыктывкарский и комизырянский Петерим. Елена Кононова о благодатной вести. Луковка с крестом и сферический купол пока на земле. Перед тем, как поднять их на церковь, надо осветить. Ради этого в Ляле, куда после стольких лет возвращается вера, приехал Петерим архиепископ Сыктывкарский и комизырянский. К этому знаменательному дню здесь готовились больше года. Установили леса, заменили старую кровлю, сделали обрешетку. Сам купол изготовил мастер-жестянщик Алексей. Для свободного художника это занятие привычное. Заказы он выполнял уже во многих храмах других регионов. А вот для установки маковки отец Владимир обратился к сербам, которые строили республиканский стадион. Славянские братья не отказали. Тут же привезли технику. Я-то сам по молодости сам автокрановщик, я в свое время работал на автокране, так что мне приходилось участвовать в таких мероприятиях. А вот на такую большую высоту, я думаю, что даже в первый раз, наверное. Высота, на которую надо было поднять купол, действительно внушительная – 22 метра. Но техника справилась. Увидеть своими глазами и запечатлеть на камеру телефона это историческое событие возле Богоявленского храма собрались всей деревней. Ой, очень хорошо. Мы очень рады. Я особенно такой вообще рада. Такой купол красивый. Молодцы. Я благодарна всем. Низкий поклон вам всем. Кто вот работает, кто вот это задумал. Осталось только облицевать центральный купол. На это уйдет примерно 20 дней, а возможно и несколько месяцев. Все зависит от погоды. Листы уже куплены, половина листов этих куплена. Надо будет немного отремонтировать подкупольный барабан, который сейчас под куполом, если вы это можете видеть. Купол будет установлен, под ним находится барабан, кладка кирпичная. Надо будет его восстановить, кирпичи, побелить его, чтобы привести в такой нормальный вид рабочий. И после этого уже покрывать железом именно центральный барабан. Нижнюю часть купола. Сегодня отец Владимир надеется вернуть второй крест церкви и колокол, который находится в музее. А еще надо сделать полы, которые сгорели еще в 80-е годы. Поставить окна, а их порядка 40. При этом на них средств у церкви пока нет. Но отец Владимир знает, мир не без добрых людей. Живое доказательство тому – меняющий облик храм. Сбывается пророчество юродивого, который еще до войны предсказывал, что в Серегово церковь разрушат, а в Лялях достоит до второго пришествия. Елена Кононова, Владимир Кривцун, Борис Фомичев, телеканал Йорган, Нижпогосский район.